по узкой лесной тропинке или вдоль широкого поля гордо идет прародительница, мать, женщина, удмуртка. Голова ее покрыта, волосы спрятаны, но это только подчеркивает природную красоту. И действительно, головной убор выделял достоинство и делал образ запоминающимся. У женщины, конечно, всегда должна быть покрыта голова, поэтому платок на голове обязательно должен был присутствовать. Причем, на самом деле, головной убор, да, он достаточно сложная вещь. У южных удмуртов, например, она состоит как минимум, да, из, например, полотенца челмы, затем налобные повязки, которые укрепляют, фиксируют на налобное полотенце челму на голове. И затем уже после налобной повязки, допустим, женщина надевает на себя платок. Или, к примеру, да, более архаичный головной убор, который более праздничным уже убором являлся, это айшон и шулык сверху. На севере Удмуртии высокие головные уборы тоже носились. То есть раньше считалось, что это все-таки больше к южным удмуртам относится, но, скажем, если брать исследования могильников североудмуртских 16-17 века, скажем, тот же Еловский могильник около села Елова в Ярском районе, были зафиксированы высокие головные уборы, расшитые русскими копейками, бусами. Вот, то есть здесь высокие головные уборы тоже встречаются. Платок служил универсальным головным убором. Его носили как во время хозяйственных работ, так и на обряды, праздники, особые торжества. Вот самый простой – это рабочий вариант платка, это так и называется, простой кышет, простой платок. Это платок надевали, завязывали, когда женщина работала по хозяйству, на кухне, в огороде, к скотине. Это простой платок. Этот уже вариант, платок праздничный, но он современный уже. Вот платок очень старинный, но он очень богатый, он уже выцвел со временем, он уже треугольный, а на самом деле он должен быть квадратным. И такой платок тоже не могли все себе купить, позволить. Он шелковый, в основном такие вот темные цвета, темно-синий, темно-зеленый и черные вот бывают. Девочки так, в принципе, платочки носили, вот потом уже шапочки, уже постарше становились, шапочки носили, так я. А потом уже, когда замуж выходили, надевали платок, и уже платок не снимали. Нужно было прятать волосы, потому что волосы они несут, то есть цепляют негатива много, поэтому все пряталось. В студии Куачи в Можгинском районе представлена большая коллекция удмуртских нарядов и предметов быта, собранная благодаря местным жителям. Все экспонаты можно трогать, а платья примерить. Еще один интересный факт. Платки здесь хранятся в стеклянных банках, и этому есть объяснение. В 30-х годах появился стекольный завод в Можге, и вот со временем к нам пришли тоже банки разные, посуда стеклянная, и основным применением для нас стало хранение платков в банках. Закрывали, чтобы моль не залетала. Распространенным элементом среди головных уборов была шапочка такья, сшитая из белого холста и красной ткани. Мы уже по литературе вот сшили такую шапочку. Вот обязательно, значит, восьмиконечная лучевая, вот тут получалась звезда, вот 8 лучиков. Вот обязательно был красный цвет. Это уже, конечно, наша интерпретация. Мы вот такой накосник сделали. То есть его вплетали, вообще некоторые ленточки прямо в косу вплетали, а вот здесь вот петелька такая, вот сюда коса вытаскивалась, и шапочка держалась. Ну, накосник делали тоже из ниточек, туда подвязывались и бусинки тоже вот на конце накосника украшали, значит, тряпочками, монеточками, ну, у кого какое украшение было. На лбу красная ткань обязательно нашита, и там украшалась и монетами, и бисером, и ракушками каури.
И туда еще пришивался даже, то есть делали накосник. Мне всегда хочется подчеркнуть какую-то национальную изюминку в гардеробе именно концертном. Но иногда бывает и в повседневном. Для меня это, например, вот кольцо, да, лапки гусиные. В общем, я решила сделать концертную такую для себя такью. Попросила сделать ее для меня, такую, чтобы она блестела. В общем, тут такие дополнительные украшения. Докер. Он украшен орнаментом вало-вало. И мне очень нравится его символизм. Это водяные кони, которые одна голова смотрит на восток и на запад. Всем известный знак Толеже, Толежо еще называют. Вот. И мне нравится, когда используют так вот аккуратненько. Завершенность любого удмуртского костюма сложно представить без головного убора. И внешний вид мужчины не исключение. В основном сильная половина предпочитала шляпы. Шляпы, причем в истории и в зависимости от статуса человека, удмурт мог позволить себе разные, не только войлочные шляпы, к примеру, да, которые изготавливались из шерсти, но и покупные шляпы, это покупные фуражки могли быть в некоторых случаях. То есть здесь, смотря что себе человек мог позволить, то он и носил, использовал в носке. Обуви удмурты тоже уделяли особое внимание. Работали много, любили танцевать. Обувь должна была отвечать любым случаям жизни. В то время, вот, вплоть там, до 14 века, по-моему, на мой брать не буду, но если память не изменяет, даже на Руси, то есть в центральной России, в центральных областях России, первая археологическая, самая ранняя археологическая находка лаптей – это 14 век. Хотя, конечно, в повести временных лет упоминаются, там, ну, не сам лапоть, а некие лапотники. Но кто такие лапотники, не знаю. Летом носили лапти. Вот, например, смотрите, они отличаются. Есть удмуртские и русские лапти. То есть, вот смотрите, вот эти, видите, с прямоугольным носком, это русские лапти. Удмурты носили вот такие лапти, то есть вот треугольник такой был у них сплетен. Они плелись сложнее. Завязки носились, это из лыка же делали. Эти обычные были завязки повседневные, а вот такие тканые с красным, они были опять же праздничные. То есть поверх надевали, поверх носков белых там, например, или какого-то полотняных носков, то есть из льна тоже делали такие, надевали как носочки. И вот по ним завязывали вот такие плетеные красные завязки. Сапоги могли себе позволить, да, мужчина, женщина, это говорит о статусе. Иногда, допустим, говорят, что женщина может себе позволить вот кожаные сапожки, и чаще всего она покупала их себе на свои деньги. То есть это говорит о том, что она рукодельница, что она могла какие-то вещи, сделанные своими руками, где-то продать, да, или заработать, да, как-то вот именно вот своим мастерством, трудолюбием. У удмуртов существовала традиция пинал-куно или молодой гость. Юноши и девушки из одной деревни приезжали в другую для знакомства и общения. Договорятся, давайте встретим, пригласим из этой деревни гостей, познакомимся с ними поближе, да, вот так и выходили замуж, ходили по улице в галошах, а когда заходили в дом, уже танцевали в туфлях. И не только туфли с галошами, есть еще и бурки. Бурки мы раньше так называли. Вот одна штучка только от моей бабушки осталась. Вот я принесла. Вот тоже место для туфель, для каблуков тут есть. Это зимний вариант уже. За тепло, комфорт и защиту отвечали чулки и носки с различными узорами. Ни мошкара, ни злые духи не должны были увязаться за ногами удмуртов. Зимой шарканские модницы, да, носили из сукна шордеры теплый, фабричная ткань, сукно. Вот. Зимой носили чулочки вязаные, тоже из льна, вязали где-то до колен.
«Удмуртку сначала слышно, а потом видно». Такое высказывание не случайно. Украшения, которые с каждым шагом девушки создавали мелодию, в наряде были важным элементом. Они не только показывали богатство, но и защищали от злых сил. Манисты зависят от благосостояния, количества монет на манистах, размер маниста. Вот мой данный размер маниста, это говорит о том, что это из добротной семьи девушка я, из добротной семьи. Основа полусолнца, раз главное божество у нас солнце, вот тут у нас идет полусолнце, и от этого полусолнца идут 3 луча. То есть 3 мира, 3 луча. В удмуртской традиции самое такое сакральное отношение, конечно, к серебру. Поэтому если семья могла себе позволить, то, как правило, украшения были из серебра. Серебряные украшения и серебро, оно считалось, что отпугивает нечистую силу и обладает особой такой сакральной силой от сглаза. Поэтому и серебряные монеты, да, как правило, украшают маниста. И другие украшения тоже обычно делались из серебра. У северных удмурток была защита в виде нагрудников – мурысач и кабачи. Кабачи появился, возможно, раньше, потому что он вышитый. То есть на белом полотне вышивалось полностью, вышивкой был забит. Особенно такая вышивка была в прикреп, косой стежок. То есть удмурты вот этой вышивкой владели. Она очень сложная, кропотливая, и поэтому такой нагрудник вышивался как праздничный только, то есть его носили на праздники. А мурисаж появился, возможно, позже, потому что вот если вот которые у нас старинные мурисажи есть, они все сделаны с фабричной тканью. Вот этот нагрудник быстрее сшить, то есть меньше времени уходит. Поэтому вот такие нагрудники более повседневные были. Вот и в повседневной жизни их носили. Сережки, бусы, браслеты, бутьмар. Чем больше шумящих украшений, тем выше защита от злых сил и статус женщины. Статус удмурта можно было определить в том числе по перстням. Кольца носили и женщины, и мужчины, и дети. А более же зажиточные могли себе позволить кольца с камнями. А дети в основном как обереги, да, такие как украшения, может быть, там встречается вообще маленькое колечко, как знак внимания от мужчины или знак внимания от мальчика. Мальчик мог подарить девочке кольцо. Вот здесь мы видим такое интересное кольцо. Кого люблю, тогда дарю. Здесь можем тоже заметить, что носили мужчины перстни носили, как и женщина. У женщин отличие то, что могут быть напаяны чешуйки дополнительно, как и сережки. А вот женские, здесь уже подвешиваются вот эти чешуйки маленькие. Вот. Мужчины, да, перстни носили тоже. Ювелир Василика Касаткина из поселка Игра полностью погрузилась в родную культуру в студенческие годы в Казани. Она создает украшения с элементами удмуртских знаков и орнамента, сочетаясь с современностью. Когда приехала сюда и узнала, что именно северные удмурты, что именно южные удмурты, как это в украшениях используется, я такая, буду все-таки больше делать северную, потому что я сама северная удмуртка, это во-первых. А во-вторых, мне больше нравится оно в плане эстетики. Оно очень лаконичное, хорошо сочетается с современностью, так как оно такое более минималистичное, какое-то, которое как раз можно использовать в повседневной жизни. Чтобы создать одно украшение, Василика изучает научные труды и, конечно, прикладывает много сил. Ее ремесло не из легких. Любимые изделия – это серьги и кольца. Обычно кольцо. Ничего вроде традиционного нет, просто какой-то архаичный стиль. Но когда мы посмотрим вот сюда назад, тут у нас уже куриная лапка, которая может уже тоже оберегать, может у кого-то какой-то знак. Это кольца из меди, тоже ручная гравировка, но вот это полностью повторение старинных монет, которые я нашла в книгах, которые использовались на одежде. Бережное отношение к семейным реликвиям помогло не только сохранить родовые богатства, но и стало вдохновением для современных мастеров. Платки, сапожки и ювелирные украшения до сих пор радуют глаз и напоминают о моде наших предков.